Один из главных вопросов – подведение итогов и обсуждение дальнейших шагов по реализации национальных проектов и федеральных программ Ингушетии. Это направление является приоритетным, так как напрямую влияет на улучшение качества жизни граждан, развитие инфраструктуры, поддержку социальной сферы и экономики региона. На встрече отмечают показатели эффективности, выявленные проблемы и пути их решения для достижения поставленных целей. Так, по общему мониторингу Министерства финансов страны на 25 сентября кассовое исполнение по 6 национальным проектам в Ингушетии превышает среднее значение по стране. Это у нас следующий национальный проект, который преуспел в качестве «Молодежь и дети» с кассой 76,6%. Продолжительная и активная жизнь с кассой «Производитель» 63,5%, инфраструктура для жизни касса 68,8%, экология 100%, эффективная и конкурентная экономика 100% и туризм 79,2%. Для информации, среднее значение по Российской Федерации составляет 64%. На совещании также представляют доклад о работе Центра управления регионом, ответственного за мониторинг информационного поля и оперативную работу с обращениями граждан. В эпоху цифровых технологий ЦУР играет ключевую роль в обеспечении открытости власти, оперативного реагирования на запросы населения и формирования конструктивного диалога между властями и обществом. Вопрос ценовой стабильности и доступности продуктов питания также поднимают на заседании. На сегодняшний день в республике функционирует 12 розничных рынков на 3644 места. 8 ярмарочных площадок на 715 мест и 115 площадей для размещения нестационарных торговых объектов на 299 мест. Министерство промышленности и цифрового развития региона отчиталось о еженедельном мониторинге на потребительском рынке. В мае текущего года министерством с крупными торговыми сетями подписан меморандум о принятии мер по стабилизации цен, организацию работы по передаче объектов госимущества на условиях концессии. Также отмечают на совещании Министерство имущественных и земельных отношений Ингушетии рассматривают механизмы привлечения частных инвестиций для развития инфраструктуры региона через механизм концессии. Мы самостоятельно определили перечень объектов. Это 5 объектов, которые находятся на территории города Карбулак. Это объекты незавершенного строительства завода по производству твердых отходов. Перечень нами 24 сентября утвержден, размещен на официальном сайте Минимустры и на официальном сайте ГИС-торги. В эпоху цифровизации развитие отечественных коммуникационных платформ становится стратегически важной задачей. На совещании обсуждают и внедрение национального мессенджера МАКС, а также внедрение новых сервисов для удобства информирования населения. Исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития региона Ислам Угурчиев отчитался о проводимой работе для популяризации мессенджера. Издано распоряжение, в рамках которого проведена следующая работа. Создан канал главы Республики Ингушетия на национальном менеджере. Ведется работа по созданию каналов органов исполнительной власти и органов муниципальной власти. Проведена охватная информационная промо-кампания, направленная на популяризацию национального мессенджера МАКС как в МФЦ, так и в органах исполнительной власти муниципальной. Ведется работа по внедрению использования гражданами из региона цифрового ID в части сценария подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции. С докладом по обеспечению обороноспособности региона выступил Тимирлан Дударов в РИО военного комиссара Ингушетии. Информация касалась хода отбора граждан на военную службу по контракту, а также подготовки к предстоящей осенней призывной кампании. Завершая совещание, рассмотрели проект закона, направленного на развитие креативных индустрий в республике. Инициатива предусматривает создание благоприятных условий для развития творческого потенциала населения, поддержки инновационных проектов и формирования новых экономических направлений, основанных на креативности. Мадина Цора, Билал Ахильгов, Магаз 24.